Возрождение доброй традиции. Во времена СССР в пришкольных лагерях каждое утро отдыхающие пели гимн и поднимали флаг. Такой честью удостаивали самых достойных школьников. Тех, кто отличился в спорте, творчестве, ну и, конечно, в учебе. Вот и здесь решили не отходить от истоков. Лучший ученик Карабулакской школы с министром образования региона дали старт новой учебной неделе. Третья Карабулакская школа стала первой в республике, которая присоединилась к идее поднятия флага. Так как образовательное учреждение, по словам Министерства образования, было одной из лучших по успеваемости в этом году. Именно школа призвана привить своевременно, поэтапно любовь к большой и малой родине. Дорогие ребята, я искренне вас поздравляю с тем, что именно ваша школа стала первое начало этой традиции. Сегодня, как видите, мы превратили это мероприятие в праздник. Дети с удовольствием сегодня вышли, они все заучили гимн. Церемония станет еженедельной. Подъем триколора в понедельник ровно в 7:30. А спуск в конце учебной недели, чтобы поднять вновь и дать старт новым школьным победам и успехам. Я очень рада, что именно наша школа среди всех школ Ингушетии положила начало этой акции. Для меня лично это большая честь, думаю, для всех учеников нашей школы тоже. И теперь можно сказать, что у наших учеников есть стимул лучше учиться, чтобы каждую неделю поднимать флаг Российской Федерации. С идеей начать неделю с поднятия российского флага выступил министр просвещения страны, а президент одобрил ее введение. Обеспечит школы флагштоками и флагами по всей стране в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Чтобы оснастить общеобразовательные учреждения, правительство предложило зарезервировать бюджет на 2022-2024 годы около 1 миллиарда рублей. Официально еженедельно поднимать госсимвол начнут с нового учебного года. Хава Газикова, Магомед Даскиев. Новости 24.